Юнусбек Евкуров заслушал доклад руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Ингушетии Батыра Тачиева на результатах деятельности ведомства за прошлый год. Речь, в частности, шла об осуществлении государственного контроля и надзора за применением законодательства, отнесенного к ведению и компетенции антимонопольных органов страны. Говоря о практике выявления и пресечения нарушений федерального закона о защите конкуренции, докладчик отметил, что в сфере антимонопольного законодательства было выдано 64 предупреждения по признакам нарушения требований федерального закона. Также он сообщил, что в рамках проведенных мероприятий возбуждены и рассмотрены 19 дел по признакам нарушения федерального закона о рекламе. И по результатам их рассмотрения выдано 15 предписаний об устранении нарушений. По итогам доклада Юнусбек Евкуров дал положительную оценку деятельности ведомства и выразил уверенность, что УФАС продолжит наращивать показатели по контролю за соблюдением законодательства о размещении заказов на поставки товаров, оказанием услуг для государственных и муниципальных нужд. 9 дел по признакам нарушения статьи 17 Закона о конкуренции – это ограничение конкуренции при проведении торгов. В сфере контроля за применением федерального закона о рекламе Ингушетским ФАС России было рассмотрено 19 дел, по результатам рассмотрения 15. Выдано 15 предписаний об устранении выявленных нарушений. В основном выявленные нарушения касаются соблюдения требований рекламы лекарственных препаратов, медицинских услуг, в том числе методов профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации, медизделий и СМС-спама. В сфере применения закона о контрактной системе в ходе осуществления государственного контроля поступило на прошлом году 300 жалоб на действия заказчиков при осуществлении закупок товаров и услуг для обеспечения муниципальных нужд. По результатам рассмотрения 126 жалоб были признаны обоснованными, выданы 126 предписаний. Вместе с Батыром составьте мне список потенциальных, которые постоянно делают все, чтобы все нарушения были. То есть кто постоянно допускает это все. А там мы увидим злой умысел, коррупционный умысел. Кто постоянно там вот мы там должны уже делать, там, если пару человек мы не накажем, не уволим, не возбудим уголовные дела, он так будет продолжаться. Понятно? Понятно. Разберитесь с этим вопросом.